столичной школе-гимназии номер 24 11 апреля будет располагаться избирательный участок номер 1219. По словам учителей, сейчас школа продолжает свою работу в обычном режиме. Подготовка к выборам никак не сказывается на учебном процессе, заверяют педагоги и руководство учебного заведения. Если со стороны государства какие-нибудь будут указания, мы не против. Но мы рассчитываем на свои силы. Школа, для этого у нас создана бригада специальная, и мы за ночь запланировали за ночь все это обработать, и школа вернется в традиционную форму обучения. В пятницу мы будем после обедов, когда учебный процесс закончится, у нас начнется подготовка. В субботу школа уходит, дети уходят на онлайн-обучение, а в понедельник мы вернемся после обработки, дети вернутся на обучение. По словам начальника управления образования, планируется, что школы, где будут расположены участковые избирательные комиссии, проучатся на онлайн-обучении только 12 и 13 апреля из-за санитарной обработки после выборов. Более длительного перехода на удаленные занятия не предусмотрено. С сегодняшнего дня также закрываются и детские сады, помещения которых будет задействовано под участковые избирательные комиссии. После проведения выборов 11 апреля в течение 2 дней будет проходить дезинфекция помещений, после чего, возможно, садики откроются. Сообщение о том, что эпидситуация настолько в городе плоха, что учеников и воспитанников решено отправить на дистанционку, неправильное, отметили в мэрии. Пока принцип алгоритма точечный. Где есть заражение, там и вводятся карантины. У нас проводится ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся и воспитанников, а также работников системы образования. Эта ситуация ежедневно мониторится, и исходя из того, как будет проводиться динамика в этом вопросе, в дальнейшем будут рассматриваться данный вопрос и приниматься какие-то дополнительные решения. Эльмира Иманалиева также напомнила, что в Бишкеке коронавирус выявлен у 22 школьников и 11 учителей. Школа номер 70 была закрыта полностью на карантин, потому что там было выявлено несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Между тем, количество заболевших коронавирусом продолжает постепенно увеличиваться именно в Бишкеке. Чтобы не допустить повторения прошлогодней эпидситуации, в Минздраве призывают людей вакцинироваться. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили уже 849 человек из Бишкека, Чуйской области и Аша. После первой дозы вакцины прошло почти 2 недели. По словам сотрудников Минздрава, ежедневно проводится опрос на самочувствие среди вакцинированных. В основном, если реакции и есть, то точно такие же, как и у любой другой вакцины. Осложнений и тяжелых побочных явлений пока ни у кого не наблюдалось. Есть такие побочные проявления, именно часто, которые встречаются, это боль на месте инъекции. Рука побаливает у некоторых, потом редко вот тошнота, рвота немножко и вот немножко вот такая небольшая повышение температуры тела. Все. Таких осложненных вот именно случаев вот, реакции не было. Да, это ожидаемые реакции, которые именно появляются после получения каждой прививки. У кого как, это в зависимости от индивидуальной особенности организма. У кого-то вообще не наблюдается, у кого-то первый день ничего нету, на второй день что-то появляется, у кого-то в течение 3 дней, у кого-то 4 дня, вот так, а потом уже исчезают эти побочные проявления. Иммунологи также говорят, что это только первый компонент вакцины, и он не может защитить человека от заболевания коронавирусом. После введения первой части вакцины должен пройти 21 день. На следующий день человеку вводится второй компонент, после которого также возможны стандартные побочные реакции. После получения первой прививки иммунитет полностью не вырабатывается, поэтому до получения второй прививки должны соблюдать меры предосторожности и должны думать, что у них такой 100% пока антитела еще не выработалось. Поэтому после получения второй прививки уже тогда мы можем сказать, что человек уже, значит, как-то защищен от этой инфекции. Ну, не 100%, конечно, но где-то 95%. Врачи неустанно продолжают напоминать, что распространение коронавируса в первую очередь вопрос личной гигиены, соблюдения социальной дистанции и ношения масок в общественных местах. Елисей Кирпиченко, Эрлан Кемельбеков, НТС.